Добрый день! И вновь в эфире «Комсомольская правда». Сегодня мы поговорим, как же безопасно, с пользой, с прекрасным настроением покорить наши башкирские горы, наши прекрасные леса. У нас в гостях Надежда Отвесова, методист Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, и известный путешественник Александр Иванов. И я, Эльмира Князева. Вот смотрите, у нас такие прекрасные башкирские уральские горы. И ежедневно наши жители Башкирии путешествуют по горам. Вот какую главную ошибку допускают туристы, отправляясь в горы? Необходимо ли регистрировать свой маршрут у спасателей? Если да, то у кого и где? Ну, на самом деле здесь вопрос не только собираясь в горы, собираясь на любой маршрут, неважно, это поход выходного дня или категорийный маршрут, но все-таки зачастую, наверное, ошибки совершают именно ПВДшники, так скажем, те, кто ходит на 1-2 дня или без ночевки. Это безалаберное отношение к этому путешествию. То есть мы же пошли на 1 день, нам не нужно собираться, нам не нужно регистрироваться, да и вообще вот я пошел в сланцах, и в принципе, ну а что такого-то, я погуляю и вернусь. Вот, и вот это самая главная ошибка. К любому выходу в лес нужно относиться серьезно. Там будет меняться только количество еды фактически и запас воды. Возможно, запас какой-то одежды, да, там теплый еще там. А что вот нужно взять с собой? Какой вес рюкзака? Здесь будем говорить не о весе, а, наверное, о его наполнении, потому что если мы говорим про многодневные походы, то есть рекомендуемый вес, не более которого набирается примерно около 25 килограмм. Но это про пешие, опять-таки я говорю, 25 килограмм женщинам и около 30 килограмм мужчинам. Но суть не в весе, потому что у одного может быть там ботинки весить 2 килограмма, а у другого кроссовочки килограмм, да, ну или там неважно сколько. Суть в том, что всегда с собой должны быть средства навигации. То есть это либо компас, либо это навигатор. Компас, естественно, карта и умение этим всем пользоваться, а лучше, чтобы было и то, и другое. Это обязательно с собой вода, обязательно с собой какой-то минимальный запас продуктов. Даже если отправились на 1 день в лес, неважно, пускай даже по грибы, или на гору сбегать, на самую там небольшую, хотя бы пару батончиков, снигерсов, еще чего-то должно быть. Это даст вам силы, энергию двигаться. Мы не говорим о том, что надо с собой нести котелок, там, тушенку. Нет, хотя бы вот взять минимальный перекус. И при том, что это должно быть не у каждого, не у кого-то одного в рюкзаке из всей группы, да, там пошла семья, и папа все это несет, а мама отстала с ребенком, папа ушел, все, они потерялись, папа довольно сытый, значит, мама с ребенком где-то там лапу сосет, ягодки собирает. Вот. Это должно быть у каждого, даже у ребенка должна быть в рюкзаке своя водичка обязательно. Вот. Должна быть какая-то сменная сухая одежда. То есть, чтобы в случае дождя, да, можно было переодеться. Вот это элементарно, то, что спички желательно. И аптечка, если у вас есть какие-то хронические заболевания. Даже если нет этих хронических заболеваний, все-таки желательно иметь, хотя бы перевязочные какие-то, да, материалы, пускай там 1 бинтик, возможно, анальгетики какие-то, и я бы еще посоветовала что-то от аллергии. На всякий случай, бывает в жизни всякое. А вот на 1 день они пошли. Нужно ли регистрировать свой маршрут где-то? Или все-таки, когда более длительное путешествие, надо регистрировать? Давайте скажем так, что если вы идете самостоятельно, и это вот маршрут не такой, что вы отошли от машины, да, на 10 метров, а это действительно вы куда-то идете и что-то делаете, и такой маршрут можно, в принципе, зарегистрировать. То есть, если есть шанс потеряться и заблудиться, для чего делается регистрация? Она нужна для того, чтобы, если вы в назначенное время не вышли на связь со спасательными службами, они знают, что вы должны быть в таком-то районе сейчас. И вот в том-то районе надо вас искать. Вообще, когда идете на 1 день, можно регистрации, да, не делать, а просто сказать родственникам, сказать родителям, друзьям. Побольше народу, да? То есть сказать точно, вот я пошел в такой-то лес, и я должен вернуться буду через 5 часов. Я через 5 часов вам позвоню, что со мной все хорошо. Примерно вот так это должно выглядеть. И тогда уже люди знают, что вот человек ушел туда-то, и вот он должен вернуться, или там, если не вернулся, уже родственники заявляют. Это вот именно так, кстати, часто и происходит, что человек уходит и заявляют родственники, но
зачастую это другая ошибка. Люди не знают, куда. То есть это как я пошел в лес, я пошел в поход, а куда именно? У нас же, понятие лес-то большое, и в какой именно лес, вот мы не всегда знаем, и родственники далеко не всегда знают, и начинается у нас беготня в поисках этого человека. Было потеряшек, скажем так? Или этот год все-таки? Нет, потеряшки они всегда есть, и сейчас в связи с жарой у нас все-таки не так было много именно поисков. К осени зачастую их число возрастает, но даже вот просто взять последние 3 дня, это суббота, воскресенье, и сегодняшний день у нас каждый день было по заявке по поискам на инзарских зубчатках. Каждый день? Каждый день, да. То есть это были вчера, позавчера и сегодня у нас было по одной заявке по поиску. По одному или группами? И по одному, и сегодня была группа поиск. Люди вчера вышли на инзарские зубчатки, должны были вчера же вернуться, но не успели. И ночевали в лесу, там избушка есть, ночевали в избушке, и вернулись уже сегодня. Все живы-здоровы? Живы-здоровы, да, там 3 взрослых, 3 детей было. Вчерашние, позавчерашние поиски тоже закончились благополучно, как бы люди найдены. Отлично, да. А вот неподготовленным людям можно ли совершать восхождение? У нас есть прекрасная гора Иремель, у нас Ямантау, например, очень высокая гора. Или все-таки заранее нужно готовиться, или с какими-то проводниками идти в гору? У нас гора горе рознь все-таки, и да, есть вершины, на которые может подняться совершенно неподготовленный человек, и сейчас есть такие услуги, как заброска, да, то есть до того места, докуда может проехать транспорт. И на тот же Иремель поднимаются люди уже в преклонном возрасте, но несмотря на то, что там очень много людей ходит, его уже, так скажем, обжили этот Иремель. Не надо к этому относиться с легкомыслием, да, только у нас, вот, по-моему, 2 года назад в составе туристической организованной группы потерялась, по-моему, она потерялась 6 января, если не ошибаюсь, 7 января нашли женщину, она была в составе туристической группы. Так получилось, что она отстала, и как-то про нее немножко подзабыли. Зимой еще страшнее, слава богу, ее вовремя нашли, да, ее нашли, то есть уже там оставалось, буквально несколько часов жизни, если бы они не наткнулись, и это очень страшно. То есть в любом случае в составе тургруппы, не в составе тургруппы, легкая гора, не легкая гора, нужно готовиться. Да, действительно, у нас есть маршруты, на которые может сходить новичок, но лучше всегда идти в составе какой-то организованной группы, если вы никогда не ходили. Но есть еще одно такое важное замечание, нужно всегда интересоваться опытом инструкторов, которые вас туда ведут. У нас сейчас очень много инструкторов появилось, которые совершенно не имеют опыта. И они просто берут и зарабатывают на этом деньги, вводят. Они не имеют опыта оказывать первую медицинскую помощь. Они не имеют опыта выживания в каких-то сложных условиях. Они не имеют опыта тоже, допустим, транспортировки. Не дай бог что-то случится, а такое может случиться. У нас есть очень много районов, где нету связи. И если произойдет, не дай бог, травма там у кого-то из группы, и этого человека придется либо выносить из леса своими усилиями навстречу, то есть, допустим, спас-группе, инструктор должен иметь навыки оказывать первую помощь и проводить какие-то минимальные аварийно-спасательные. Инструктор опытный или неопытный? Они где-то на сайте есть зарегистрированы? То есть, да, можно посмотреть те же самые отзывы, можно почитать, можно в той фирме, в которой вы заказываете маршрут даже одного дня, поинтересоваться квалификацией этого человека. То есть, есть ли у него корочки инструктора, допустим, по туризму или нету. Самый такой вот пример был, я помню, несколько лет назад у меня друзья мне пришли и очень довольны, рассказывали, как они на катамаранах мужественно преодолевали встречный ветер, идя у нас по маршруту Уфимка-Белая вокруг города. И как они там дружно уходили с судового хода. И у меня возник вопрос: ребят, а что вы вообще делали на судовом ходу? Как такое могли допустить инструктора? И я сейчас не буду называть, что это была за фирма, но я сказала, что, я говорю, вам было весело, но это очень страшно и опасно. Я говорю, пожалуйста. Это им повезло. Да, вы, говорю, больше с этими ребятами никуда никогда больше не ходите. А вот смотрите, если вдруг случилось, вот группа, и один из них отбился от маршрута, потерялся, что ему в первую очередь нужно делать?
нет связи, и вот что им? Ну, понятно, что не паниковать. Да, успокоиться. Да. Александр, вы сможете рассказать, вот, что самое главное туристу, если вдруг случилось, что он Сказал, заблудился? что успокоиться, Да. собраться с мыслями, вспомнить, где он отстал. Если у него будут какие-либо средства навигации, так это вообще хорошо. Ну, вот нет связи. Ему лучше двигаться, или все-таки вот он заблудился, сесть и сидеть ждать, или как-то все-таки попытаться куда-то двигаться? Тут зависит от, опять-таки, зима это не зима, времени года, то есть если это зима, то сесть и ждать нечего. Вот. Зависит от того, если он просто шел по тропе и отстал, то, ну, возможно, он знает, что он не сошел ни вправо-влево, да, и он понимает, что его группа сейчас, ну, в какой-то момент там нарушит, его нет и начнет его искать, то, может быть, имеет смысл немножко подождать. Вот. Но во всех других случаях нужно стараться выбираться, при этом, ну, есть элементарные вещи, такие как послушать. Шум дороги можно услышать, да, можно услышать шум деревни, то есть лай, мычание коров, идти на этот звук. Можно идти вниз по течению. Ручей всегда впадет в какую-то реку, и у нас всегда там есть населенные пункты. Тут же главное не выйти к своей группе, уже стоит вопрос. Здесь вопрос стоит, главное выйти к людям. Да, вот. Можно идти по линии электропередач, то есть идти по каким-то просека та же самая, да, пожалуйста. Вот. Все равно рано или поздно ты выйдешь тогда к людям. Если же просто бесцельно блуждать по лесу, ну, шансов, что ты выйдешь, очень мало. И у нас многие люди, к сожалению, когда идут в группе, или когда идут с человеком, ну, допустим, даже компания друзей, среди них есть тот, кто хорошо ориентируется, остальные просто идут за ним, не пытаясь запомнить, куда надо идти, там, какой-то камушек для себя отметить, еще что-то. Они просто идут, нас же ведут, и мы такие идем. А вот когда случается что-то непредвиденное, они не знают обратную дорогу, потому что они не включали, так скажем, свою голову, не пытались запомнить маршрут. У меня есть друзья тоже, с которыми иногда со мной просто выезжают в лес. Я говорю, ребят, говорю, а почему вот вы как-то, ну, не напрягаетесь вот в этом плане? Там? Говорят, о чем мы будем утруждаться, ты с нами, мы знаем, что все будет хорошо. Ну, это просто, ну, это психологический момент. Вот, Александр, скажите, человеку, который вот никогда не путешествовал по Башкирии, вдруг вот он захотел все-таки по Башкирии попутешествовать, в первую очередь, куда этот неопытный человек может отправиться? Вот можете назвать топ-5 мест? Ой, топ-5 мест. Да. Ну, те же самые инзерские зубчатки. То есть они наиболее безопасные для... Ну, хотя там я каждый год кто-то теряется. В группе Да. они более цивилизованы. Там существуют те же вот тургруппы. Дальше. Может быть, веломаршрут какой-то? Веломаршрут у нас, ну, У нас дело в том, что путеводитель-то вышел, но, кстати, там очень хорошие маршруты и как раз для новичков. Это вот там, это куда? Антона Сазонова. Антон Сазонов. Да, веломаршрут. Велораша. А он как проходит по Башкирии, по каким районам? Ой, там вся Башкирия Вся задействована, Башкирия? да. Ну, в таком варианте я все-таки прибью, я рекомендую все-таки, ну, то есть человек, если решил, да, выйти на маршрут, а там, скорее всего, все равно категорийные, да, какие-то, или даже, может быть, и нет, вот, все-таки примыкать к людям, которые, ну, уже куда-то выезжали. То есть не так, что ты открыл путеводитель, Естественно. а не поехать ли мне куда-то. У нас, кстати, был по-моему, в том году очень забавный случай, вот мужчина решил поехать на инзерские зубчатки, сел на велосипед, так достаточно грузный мужчина, и поехал туда кататься. Вот, к вечеру забеспокоенная жена, естественно, позвонила к нам. Мужчина нашелся, он просто очень сильно устал, и там на кордоне Меселя остался, по-моему, на кордоне, да, у нас его нашли, остался, ну, в домике отдыхать, переночевать, его там забрали, и когда ему сказали, давай велосипед-то еще, ну, как-то надо забирать же, он сказал, да,
он мне больше не нужен. Я больше за него не сяду. То есть все равно должны быть навыки и понимать, что это не час езды по городу, а это день езды на велосипеде, и еще не только езды, а где-то еще велосипед на тебе ездит все-таки. Ну, я просто как тоже бывший велотурист могу про это с уверенностью сказать. Вот, Александр, скажите, насколько гостеприимны наши башкирские жители, скажем, по велотуризму или для потеряшек тех же? То есть это... Да, вполне гостеприимные. Мы отправляли потеряшек, да, ну даже не потеряшек, а травмированных велосипедистов отправляли с местными жителями в город и на попутных. И даже вот в деревнях вызывались люди, чтобы отвезти в город человека. Вполне хорошие, адекватные местные жители и всегда очень приветливы к велосипедистам, ну не только к велосипедистам, вообще к туристам. И даже открывали нам магазины в деревнях, потому что они работают не круглый день, ну не весь день, а там несколько часов, но когда мы приезжали, всегда, пожалуйста, вот магазины, и также предлагали продукты собственного производства, и также напоить чаем. А вот из ваших путешествий наиболее интересный случай можете нам рассказать? Наиболее интересный в плане... В плане вот путешествия вам прямо особо запомнилось, в плане, может быть, какое-то интересное путешествие было? Или вот на гору вы У меня разбираете? все путешествия интересные, путешествие на Кавказ, в Нальчик, Кабардино-Балкария, с восхождением на пик Мустай-Карима. Да. И тяжело было? Терпимо. Меня вел очень профессиональный, скажем так, проводник. Он вице-президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии. Очень опытный турист. И при спуске, уже когда мы сошли практически с горы, дошли до базового лагеря, собрали его и уже начали спуск на турбазу Башиль. Была одна непредвиденная ситуация, и поступил очень мудро, опытно он в этом плане. В общем, спустился туман. Мы не смогли выйти на тропу, ведущую. И чтобы не блуждали и по бурелому, чтобы не переломались, было принято решение вставать, ночевать и утром со свежими силами завершать. Как бы мы остановились, перекусили, заночевали, и утром уже бодрые, веселые, и закончили восхождение, да. Прекрасно. Смотрите, например, вот сейчас велотуризм набирает все больше популярность, и начинающему велотуристу, что в первую очередь ему нужно вот обратить внимание на велосипед, туристический такой хороший какой-нибудь, или все-таки на собственную подготовку? Или все вместе? Все вместе, это естественно. И велосипед тоже нужен. Велосипед, да, но хотя я встречал велотуристов, которые ездили и на аистах, на велосипедах, и даже на BMX я одного встретил велотуриста. Он просто ехал с Вологодской области в Крым с заплечным рюкзаком. Тут еще главное желание. И он был весь на позитиве.
А вы пользуетесь такими предложениями? Вот у нас сейчас туристический кэшбэк или туры выходного дня. Они удобны для вас или вы еще не пользуетесь? Нет, я не пользовался. Как бы я ночую всегда в палатке, ну, в большинстве своем. Как бы нет, не пользовался. Вот сейчас начинается грибная пора. Что бы вы, Надежда, посоветовали нашим грибникам? Не только грибникам, вообще всем людям, выходящим в лес, неважно по какой-то причине, за грибами, за ягодами или полюбоваться красотами нашего края, в первую очередь внимательно отнестись к сборам, то есть изучить местность, куда вы собрались, и сообщить родственникам, друзьям и так далее, если это однодневный выход, о времени выхода, о времени возвращения и о месте. При том, что не так, что где-то на реке Сим, она не маленькая, вот, а как-то более конкретно все-таки. Взять с собой какие-то, да, я уже говорила, водичку, небольшой набор, аптечку, одежду, там по погодным условиям. И еще один такой важный момент, это сейчас при помощи телефонов, именно мессенджеров, которым можно отправлять свою геолокацию. И вот научиться этим пользоваться. Этим необходимо научить пользоваться и бабушек, и дедушек, и детишек. Но это в том месте, где есть интернет. Да? То есть можно там буквально в одно сообщение отправить то место, где вы находитесь. Это очень удобно. Там, где нет интернета, можно отправить... Есть некоторые модели, правда, телефона, которые не поддерживают. Мы не нашли там эту функцию, но большинство все-таки это делают. Через смс-сообщение они отправят координаты. Вот, то есть эти координаты можно отправить, я не знаю, там, договориться там, с Машей, с Пашей, или сказать, там, Маша, я пошла в лес, и если что-то будет не так, если придут координаты, ты знаешь, что ты должна их передать в службу спасения. Вот. Или там, ну, или сразу, да, допустим. У нас сейчас очень много случаев было, когда люди звонят и говорят, что они заблудились. И если у них есть интернет или есть хотя бы просто элементарная сотовая связь, мы просим их скинуть координаты и находиться на месте. Все, нам остается, необходимо только время на то, чтобы доехать до них, в зависимости, конечно, от сложности рельефа, это может быть, и удаленности от отряда, это может быть час, два и три. Но человек уже точно знает, что за ним сейчас в течение вот этого какого-то времени приедут. Вот, то есть, и это очень важный навык, уметь передавать свои координаты. Зачастую, потому что это у нас выглядит, как это бывает, человек потерялся, он начинает звонить там бабушкам, дедушкам, друзьям, рассказывать, как он прикольно потерялся, сфоткаться с медведем с гадюкой, значит, посадить батарею, а потом он такой сидит, да, у меня остался 1%, одна попытка позвонить куда-то там в тот же 112, она не срабатывает, телефон выключается, и как бы все, дальше исходов-то как бы не так много. Повезет — выйдет, не повезет — не выйдет. Понятно. Вот смотрите, Госкомтуризм Башкирии разработал стратегию развития туризма в республике до 1935 года. Вот как вы считаете, на что чиновникам в первую очередь надо обратить внимание, чтобы у нас восхождение на горы, велотуризм и вообще путешествие и туризм в Башкирии был в удовольствие? Я думаю... все-таки какие-то комфортные условия должны быть, наверное. Смотрите, здесь какая-то безопасность. Смотря о каком туризме мы говорим, если мы говорим о туризме, допустим, в котором я когда-то занималась, и Александр, да, мы не говорим там о каком-то комфорте. Вот. То есть мы привыкли к этому, да, но там есть другой момент. Раньше выходя на маршрут, эти маршруты регистрировались, выпускала комиссия на маршрут, которая могла дать рекомендации по прохождению маршрута, еще что-то. То есть по подбору снаряжения они могли и не выпустить, если считали, что группа не готова и, допустим, не готова технически, и могли не выпустить. Сейчас фактически такого уже нету. Вот. И вот это на самом деле очень важный аспект. Если мы говорим про тот туризм, который у нас организовывают различные туроператоры, то, конечно же, да, хотелось бы, во-первых, чтобы они стали сами более профессиональны и, во-первых, как-то
их, ну не то чтобы проверили, а вот чтобы они сами относились, наверное, более серьезно к тому делу, которым занимаются, брали инструкторов, которые имеют там какие-то навыки, да, сами ходили в походы, были, возможно, руководителями походов, имеют какой-то навык оказания, опять-таки, первой помощи. Вот. Хотелось бы, да, конечно, чтобы и даже вот эти группы, которые выезжают на 1, на 2 дня, тот же Найгир у нас очень любит водить группы, чтобы они регистрировались также, да, вы пошли на 2 дня, да, пускай это у вас проплаченная группа, но руководитель этой группы должен сделать Регистрацию. Конечно. Это безопасность, это ваш шанс живыми оттуда выбраться. А вообще бывали случаи, когда через туроператоров поехали на путешествие и случилась чрезвычайная ситуация? Ну вот да, я буквально в самом начале передачи говорила, что на Еремеле у нас зимой потерялась женщина, это была проплаченная группа. То есть это через туроператоров? Я не могу сказать там именно, что прям турфирма или что, но я знаю, что вот они ездили на снегоходах, и это была, ну, коммерческая группа, так скажем, это называется коммерческая группа. Да. Вот. Ну, то есть нельзя надеяться на то, что ты приедешь, и у нас же, как многие люди считают, что мы заплатили деньги, значит, мы туда придем, нам там поставят самовар, пирожки напекут, и, в общем, нам, в принципе, ничего не надо, нам же, как бы, ну, мы заплатили, нас должны... Будет нести. Да, никогда нельзя надеяться на кого-то. В общем, да, берегите себя и своих близких, регистрируйтесь. Но на этом на сегодня все. Эти и другие новости читайте на сайте «Комсомольской правды» ufa.kp.ru. С вами были Надежда Отвесова, методист Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, и Александр Иванов, велопутешественник, и я, Эльмира Князева. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких.